Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о том, что собой представляет социальная реклама. Все мы с вами знаем, что такое реклама. Это коммерческая деятельность, направленная на информирование населения о свойствах товара или услуги. И население под воздействием рекламного сообщения узнает какую-то новую информацию о товаре, узнает о том, чем этот товар отличается от других аналогичных товаров, где его можно приобрести и почему без него жизнь станет хуже, а с ним, соответственно, намного лучше. И основное направление, основное требование для коммерческой рекламы – это продать ту самую услугу или товар, о которой она рассказывает. Поэтому главные задачи такой рекламы – это маркетинговая задача, экономическая задача, частично образовательная, потому что мы из нее тоже узнаем что-то новое, интересное, ну и частично воспитательная. Социальная реклама – понятие более новое и молодое по сравнению с коммерческой. Можно сказать, что как направление рекламирования она возникает и активно развивается в 20 веке. Естественно, не в Советском Союзе, а в Европе, в Америке. И сам по себе этот термин «социальная реклама», он возник и существует в таком именно звучании, в таком контексте только у нас, в России. В Европе называют общественная реклама или некоммерческая реклама, подразумевая под этим понятием то же самое, в принципе, что и мы. То есть это информация, которая носит абсолютно некоммерческий характер и направлена на выявление и поиски решения проблем, значимых для общества. И поэтому в европейской традиции и в американской традиции основными заказчиками и основными создателями такой рекламы являются общественные организации. Мы знаем эти общественные организации с вами, они у нас известны, это тоже общество Красный Крест, это Greenpeace, абсолютно некоммерческая организация в основе своей деятельности, живущая на те пожертвования, которые она получает, опять же, от частных лиц. И деятельность общества защиты животных мы тоже знаем, да, международные. И вот эти организации являются такими основными заказчиками социальной рекламы. Исходя из такой вот специфической деятельности, миссия социальной рекламы тоже существенно отличается от той, к которой мы привыкли в коммерческой. Если задача и миссия коммерческой рекламы все-таки продать товар, то миссия социальной рекламы – изменить модель поведения. Это означает, что главная цель, с которой обращаются через этот инструмент рекламирования различные заказчики к нам, к социуму, то есть как к общественности, связана с представлением целого ряда и комплекса проблем, с которыми мы сталкиваемся, замечая или, может быть, даже не замечая того факта, что какая-то ситуация становится проблемной и может повлиять на нашу с вами жизнь. Исходя из этого, заказчиками социальной рекламы могут быть абсолютно в нашей стране разные организации и структуры. В принципе, социальную рекламу принято делить на такие 4 основные направления. Это вот общественная реклама, это государственная реклама, некоммерческая как отдельный фактор и, собственно, социальная. Вот тот вариант, собственно, социальной рекламы, о которой мы говорим, он ближе к варианту американской рекламы в тех же посылах и основных задачах, которые она собой представляет. Ну вот, давайте с вами представим, насколько разнообразно может быть рекламное сообщение вот такого социального характера. Все это связано со значением слова «социальный». Если первое значение этого слова «социальный», то есть отражающие интересы общества. Да? Общество – это социум. И с этой стороны мы можем говорить о том, что социальная реклама несет в себе какую-то информацию полезную, важную, необходимую для развития социума, общества. Это вовсе не обязательно какие-то проблемы. Это могут быть предупреждения характера такого агитационного, может быть, или профессионального. Это могут быть информация о каких-то открытиях, это может быть абсолютно любая информация полезная. С другой стороны, эта же сторона вопроса социального говорит нам еще о другой возможности
получения информации, это информация, которая именно беспокоит. То есть в данном случае мы говорим не о той информации, которая должна быть донесена до общественности, а обратная связь. Когда общественность, мы с вами можем выступать в качестве инициаторов темы, беспокоящей нас, говорить об этом во всеуслышание, привлекая внимание других членов общества, различных структурных организаций, структур организаций. Вот. И получается так, что это идет вариант социальной рекламы, инициатором которой является непосредственно какое-то общественное движение, объединение или отдельная личность. Так уж получается, что социальная реклама в нашей стране чаще всего представляет по содержанию первый вариант. Общественные организации у нас не так развиты, как в Европе, и таких крупных типа Красного Креста или того же Гринписа у нас нет, да? Но есть отдельные инициативные группы, которые могут, бывает, и стимулируют те или иные темы социальной рекламы. Но чаще всего мы с вами встречаемся с той социальной рекламой, которая стоит на стыке с государственной. Я имею в виду, что посылы, которые мы видим, они в основном содержат информирующую такую какую-то полезную для нас по содержанию посыл какой-то информирующий касательно праздников, День города, 9 мая, 4 ноября. Вот это тоже социальная реклама на государственном уровне, которая говорит нам, напоминает нам о сути этих праздников, призвана объединить нас вокруг этих праздников, напомнить нам о той объединяющей силе, о той идеологии, которая скрепляет нас как общество, как народ, как государство. Дальше мы видим аналогичную социальную рекламу, которую инициирует МЧС. Во время, вот сейчас у нас начинается ледостав, и мы увидим эту социальную рекламу, которая будет предупреждать, что на тонкий лед выходить нельзя. В жаркое время мы видим эту же рекламу от МЧС, которая говорит о том, что спичка детям не игрушка, что нельзя разжигать костры в лесу, потому что это может провоцировать пожары. Мы постоянно видим социальную рекламу, которую инициирует министерство и ведомство. Но Министерство здравоохранения, какого рода социальную рекламу мы сами видим? Это в основном идет борьба против абортов. Очень больная, острая тема. Она постоянно встречается в нашем городе и на странице изданий периодических. И очень важно, чтобы эту рекламу мы видели как можно чаще, поэтому это наружная реклама. Мы видим на остановках подобного рода плакаты и сообщения. Мы видим, когда были баннеры на баннерах, сейчас это сети-форматы или экраны, которые у нас в городе расположены в нескольких местах, вы их знаете. Вот. И очень активно этим инструментом пользуется налоговая служба. Вы все знаете определенные слоганы, которые уже вошли в нашу жизнь, да, «Заплати налоги и спи спокойно». Вот это тоже вариант такой социального рекламирования, направленный на то, чтобы нас, общественность, социум, сподвигнуть на выполнение своих обязательств или напомнить о той ответственности, которую должны мы испытывать перед обществом, перед семьей, перед Родиной и так далее. Примеры таких плакатов вы помните еще со времен Первой и Второй мировых войн. Но в нашем варианте, вы помните, это плакат «Родина-мать зовет», который был в начале Великой Отечественной войны создан и существовал. Вы помните такого рода, наверняка помните такого рода плакаты, которые делались во время гражданской войны, «Окна роста», в которых работал Маяковский, вот, в которых он боролся против безграмотности элементарной, той же самой медицинской. Мойте руки перед едой, да, пользуйтесь сосками, значит, там, Минпромсовхоза, что-то такое там было, да. Но все абсолютно нуждалось в информировании. Вот. И это была именно некоммерческая реклама, потому что она не рассчитывала, не претендовала на получение какой-то экономической прибыли. Это все-таки была именно реклама такая агитационная, информирующая, объясняющая населению, по большей части малограмотному и уставшему от войны, как надо жить, чтобы наконец эту ситуацию переломить. Что мы видим с вами сейчас? Поскольку вот общество очень хорошо, мы с вами очень хорошо реагируем на
социальную рекламу, потому что мы видим в этой рекламе отражение своих интересов, заботу о нас. Мы готовы сами участвовать в тех идеях по изменению поведенческих каких-то реалий. Мы очень хорошо реагируем на подобного рода социальные посылы. Но современная тематика такой рекламы – это борьба с табакокурением, это борьба с алкоголем, с наркотиками. Но и по-прежнему остается острой тема, значит, вот деторождения, да, заботы о подрастающем поколении. Очень часто коммерческая или политическая реклама использует в своих посылах элементы социальной рекламы, потому что это логично, потому как мы все-таки эта реклама ориентируется на нас, на общество, на социум, и какие-то моменты мы можем в них видеть. Но здесь надо помнить о том, что коммерческая реклама, используя заботу о нас, вариант «купи, значит, нашу воду», и каждый рубль, там, потраченный на покупку воды, пойдет на покупку воды там, детям где-нибудь в Африке. Да? Мы сами вроде ничего сами не делаем, никаких усилий не предпринимаем, а ощущение того, что ты сделал доброе дело и помог там, несчастным детям в Африке этим глотком воды, оно остается. Вот это как раз такой пример использования социальной рекламы в коммерческих целях. Тут надо понимать, что есть разница, и ни в коем случае не путать такие вещи. Хотела привести пример совсем недавний, который я увидела в начале избирательной кампании, точнее в сентябре, когда заканчивалась избирательная кампания. Это был плакат, который висел на строящемся здании торгового центра напротив автовокзала. Вы все видели плакат, который нам говорил о том, что исполняется юбилей сериала «Секретные материалы». И на весь большой фасад этого нового здания был плакат с изображением героев этого сериала и посылом «Выбери истину», да, там такой был посыл, проголосуй так, как надо. А вначале этот плакат, который совместил в себе политическую и социальную версию, потому что призыв прийти на выборы очень важный призыв. И он, безусловно, социальный. Мы с вами приходим и выбираем свое будущее. И тот, кто в этой сфере разбирается, он угадывал скрытый смысл, скрытый подтекст. И получается так, что это вроде бы социальный плакат работал еще и как политическая реклама. Вот такие вот тонкие нюансы, они очень любопытны, как игра. Но иногда бывает, что люди не удерживаются на грани вот это вот между разрешенным и неразрешенным, тогда получается весьма некрасивая вещь. Мне этот вариант, например, понравился. Спасибо.